Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я рада вас всех приветствовать на интеллектуальной битве «Эрудиты». И в гостях у нас уже известные всем команды, достойные соперники «Домстрой» и «Ингушский ТЮЗ». Я вам всем также очень рада. Давайте напомним о себе. «Домстрой», вам слово. Ассаламу алейкум, здравствуйте, наша команда «Домстрой». Сегодня, надеюсь, будет очень интересная игра, достойные соперники, смотрели их игры. Давайте представим наших участников по порядку. Куркиев Адам, Ахмед Алиев, Курсаев Юсуп и я, капитан команды Алихан Манкиев. Очень приятно. «Ингушский ТЮЗ», вам слово. Ассаламу алейкум, хочу представить свою команду. Итазов Адам, Хадзиев Аслан, Дугурхан Хаутиева и я, капитан команды Азамат Суроев. Очень приятно. Спасибо, что вы вновь с нами. И мне интересно, чем же закончится сегодняшняя битва. Я желаю удачи обеим командам. Поехали! Итак, мы начинаем первый тур. В этом туре вы услышите 8 вопросов. На обсуждение каждого вам дается по 20 секунд. За каждый правильный ответ вы получаете по 2 балла. Кого японцы называют Якодзума, великий чемпион? Что ж, время истекло. Команды «Ингушский ТЮЗ», ваш ответ. Ну, мы недолго совещались и подумали, что это сумо, чемпион сумо. Так. Да. Так, как считаете вы? Ну, насколько я знаю, в Японии очень почитается такой вид спорта, как сумо. И эти люди, спортсмены, в большом почете, поэтому Якодзума, так их называют сумоисты. Чемпионы по борьбе сумо, конечно же, по 2 балла каждой команде. Кто создал АК-47, наиболее производимое оружие в мире? Что ж, время вышло команды. Пожалуйста, «Домстрой», вам слово. Так, АК-47. Сначала была версия, что это шмайсер, но судя по названию автомата, это автомат, К это Калашников. Угу. Поэтому Расшифровали аббревиатуру, да? да? Просто расшифровали аббревиатуру, получилось Калашников. Как считаете вы? У нас тоже аналогичный ответ, тоже Калашников. Михаил Калашников, конечно же. Михаил Калашников разработал автомат, который впоследствии стал известен как АК-47. В 1949 году автомат Калашникова был принят на вооружение, а в 1950-х годах лицензии на производство автоматов передали 18 странам, союзникам СССР. Кроме того, в ряде государств развернули производство автомата без лицензии. Вкупе с надежностью и простотой эксплуатации это позволило АК стать самым распространенным стрелковым оружием во всем мире. По 2 балла каждой команде. Внимание! Какой драгоценный камень состоит только из одного химического элемента? Итак, время вышло. Команды «Ингушский ТЮЗ», ваш ответ. У нас были разные версии, в том числе и версия «Алмаз». Но мы его огранили, и у нас получился бриллиант. Бриллиант все-таки красивее, да, и звучит, и выглядит, чем алмаз, поэтому у нас бриллиант. Неплохо. Как считаете вы? Наша команда считает, что это рубин. Какие версии еще были? Версий было масса. Это вот просто наугад сказали, если честно.
Единственный драгоценный камень, который состоит только из одного химического элемента – углерода. Это алмаз. Правильный ответ. Какой башенный комплекс, расположенный в Джейрахском районе, изображен на почтовой марке 2009 года? Какого года? 2009. 2009. Время истекло, команды. Домстрой, вам слово. Мы посовещались и пришли к выводу, что это вовнушки. Уверены? Ну, не на 100%, но наш ответ вовнушки. Так, как считаете вы? Мы тоже подумали и решили, что в 2009 году был такой большой проект «7 чудес света» назывался. Мгм. И в этот проект вошли, да, номинация была, и в эту номинацию башенный комплекс Вовнушки вошел как «7 чудес света». Поэтому мы решили, что это марка, да, на марке изображены башенный комплекс Вовнушки. Правильный ответ. Вовнушки, конечно же, по 2 балла каждой команде. Как называется легендарный замок короля Артура? Время истекло. Ингушский тюз, ваш ответ. Но мы считаем, точнее вспоминали, как он называется, этот замок. Но в последний момент, не знаю, правильно или нет, но мы придумали, что его звали, название было Камелот. То есть вы считаете, что это вы придумали? Я вспомнил, Ага. придумал И потом вы придумали, и написал. да? Отлично, я вас услышала. Ваш ответ? Так, наша команда считает аналогично. Камелот. Замок короля Артура. Легендарный рыцарский замок короля Артура, в котором находился его круглый стол, за которым собирались рыцари и где он провел большую часть своей жизни. Камелот, конечно же, по 2 балла каждой команде. Какой океан Земли является вторым по величине? Отвечай. Географ. Молча не бежи и все. Время истекло, команды. Ингушский тюз, ваш ответ. Самый большой океан на Земле – это Тихий. Мгм. Предпоследний, можно так сказать, ну, Индийский. Второй, да, по величине. А почему предпоследний, если второй? Если Тихий последний, значит... Да. А, Да, то есть с другой от обратного пошли. Гениально. Ваш ответ? Так, наша команда считает, что второй по величине океан в мире – это Атлантический. Вы уверены в своем ответе? 100%. А что делать с Индийским океаном? Индийский поставить на 3-е место. Правильный ответ – Атлантический океан, конечно же, 2 балла в вашу копилку. В каком виде спорта прославился Иван Поддубный? Время истекло. Команды Домстрой, ваш ответ. Сначала мы подумали, что это хоккей, но хорошо подумали, посовещались и решили, что это борьба. Насколько разнятся, да, эти 2 вида спорта? Мне От казалось, хоккея к борьбе. мне казалось почему-то, что это хоккей, там созвучно. Так, как считаете вы?
Ну, изначально Поддубный не был спортсменом, он занимался гирями в цирке. В дальнейшем его судьба сложилась так, что он начал бороться. И мы считаем, что это борьба, и борьба классическая, то есть греко-римская, так скажем. Он был русским борцом и атлетом, заслуженным артистом РСФСР и заслуженным мастером спорта. Поддубный был 5-кратным чемпионом мира по борьбе среди профессионалов. За свою спортивную карьеру он не проиграл ни одного чемпионата и боролся на крупнейших манежах мира, посетив около 50 городов в 14 странах. Борьба, конечно же, это правильный ответ. По 2 балла каждой команде. И последний вопрос этого тура. С каких слов начинается произведение Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин»? Это все так неправильно. На самом деле там другое. Итак, команды, ваши ответы. Пожалуйста, Ингушский ТЮЗ, вам слово. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не смог. Я, честно сказать, давно не читал это произведение, но по моей памяти оно начиналось именно так. Играть не доводилось? Играть нет. Как считаете вы? У нас аналогичный ответ. Мой дядя самых честных правил. Но, насколько я помню, это вопрос во многих этих конкурсах все отвечают неправильно. На самом деле, насколько я помню, там были другие слова. Он начинается не с этих. Но просто другого ответа нет. Мы вынуждены дать вот этот ответ. Хорошо, что вы вынуждены дать этот ответ. Мой дядя самых честных правил, конечно же, по 2 балла каждой команде. И по итогам первого тура, что у нас вышло? Ингушский ТЮЗ заработал 12 баллов, команда Домстрой 14 баллов, все еще впереди. Итак, мы начинаем второй тур. В этом туре вы услышите 10 вопросов. На обсуждение каждого вам дается по 30 секунд. За каждый правильный ответ вы получаете по 3 балла. После февральской и октябрьской революций почти все корабли ВМС России были переименованы, кроме одного. Какого? Костыль кривой так и рвется в бой. Время вышло, команды. Ингушский ТЮЗ, ваш ответ. Ну, долго совещаться не нужно было. У всех у нас единогласный ответ. Это легендарный крейсер «Аврора». Точно. Точно. Как считаете вы? Что тебе снится, крейсер «Аврора»? Наш ответ – крейсер «Аврора». «Аврора» – это правильный ответ. По 3 балла каждой команде. Русская загадка. Костыль кривой так и рвется в бой. Где же это происходит? Постарайтесь не ошибиться и использовать букву «К» дважды. Костыль кривой так и рвется в бой. Время истекло, команды Домстрой. Ваш ответ. Мы тут посовещались и пришли к выводу, что это коромысло.
две буквы «К» нужно было использовать. В слове «коромысла» она одна. И каким образом, мне интересно, коромысло рвется в бой? Как бы. Так, как считаете вы? Как считаем мы, я сейчас расскажу. На прошлой передаче мы придумали для Черногории новую столицу. Криштовица, да. На этой игре мы решили придумать новое слово, ответ на загадку. Использовали две буквы «К». Угу. В И у слове нас в слове «кочерга». Вместо «кочерги». Также И тоже в можно. какой бой рвется ваша Бой, вот кочерга? кочерга с огнем, там, Мгм. поправить, золу, огонь, там. Кочерга, просто у нас она кочерга. То есть получается неологизм. Наверное, я этого слова не знаю, но с вами Но соглашусь. если у вас есть слово «кочерга», почему бы не знать, что такое неологизм? Ну, не дочитал до этого уровня. Все, я вас услышала. Мне очень обидно, что до этого у вас это слово звучало, но в другом вопросе. Когда Юсуп говорил, что Поддубный, возможно, хоккеист. А сейчас вы не додумались. Обидно. Речь шла, конечно же, о клюшке. И правильный ответ – хоккей. Восстановленная в 2017 году башня Меллери в Джайрахском районе Горной Ингушетии является одной из разновидностей оборонительных сооружений наших предков. Назовите тип крыши данной башни. Костыль кривой, так и рвется в бой. Время истекло команды. ТЮЗ, ваш ответ. Ну, мы недолго совещались. Вообще, это башенный комплекс принадлежит тейпу Оздой. И вот это вот сооружение, крыша, мы считаем, что это машикуль. Машикули. Да. А что такое машикули? Ну, это грузинское слово, я как бы не могу сказать точно, что оно означает. Это балкончики, это не крыша. Как считаете вы? Башня Меллери, принадлежащая тейпу Малороевых, короче, Вот. это, как правило, в основном наши башни, они пирамидальные все. Угу. Но башня Малороевых, она по-другому, она плоская. Ну, как похожие на крепости древние, вот эти вот, Так. ступенчатые. Ну, вот как научно, как вам это ответить, я не знаю, но башня Но вы же у них записали, плоская. ответьте, как записали. Но мы взяли просто, чтобы как-то написали ступенчатая, пирамидально ступенчатая, но не... Но они в основном все такие крыши. ну, она не Пирамидально-ступенчатые. То есть, смотрите, Она- то, что вы объясняете, я понимаю, но мне нужен ответ, и вы называете пирамидально-ступенчатые. Не-не, Хотя то, просто что вы до ступенчатые. этого объясняли, звучит совершенно не Просто так. ступенчатая, без пирамидально, ступенчатая. Да. Ступенчатая. Да. Плоская, ступенчатая. Плоская ступенчатая. Не знаю. Тоже неплохо. Да. Этот тип крыши плоский с зубчатым завершением. Это правильный ответ. Действие романа «Прощай, оружие» Эрнеста Хемингуэя происходит во время какой войны? А малыш. Он современный человек. Он наши дни жил. Он не древний.
Время команды истекло. Домстрой, ваш ответ. Так, у нас было две версии, либо Первая мировая, либо гражданская между севером и югом. Мы остановились на втором варианте. Гражданская война, север-юг. Так, я вас услышала. Как считаете вы? У нас также не было никаких вариантов. Мы сразу же написали Вьетнам. Вьетнамская война беспощадная, Так. кровавая и жестокая. Угу. Ну, Если- все войны, в принципе, кровавые и жестокие. Но наш ответ — Вьетнам. Мне очень жаль, что вы отмели свою первую версию, потому что правильный ответ – Первая мировая, конечно же. Внимание! Какие географические объекты носят следующие названия? Глотка дьявола, хвост воды, бивни слона, ревущий, пасть льва, гремящий дым. Название гор, что ли? Да не. Не. Название вулкана. Это более как-то. Время вышло команды. Домстрой, вам слово. Так, у нашей команды было две версии. Это либо водопады, либо вулканы. Мы решили, что это вулкан. Так, как решили вы? У нас тоже было две версии. Вулканы и водопады. Была еще третья версия — горы. Я от себя еще придумал дороги. Но в итоге мы выбрали один из этих вариантов — это водопады. И как вы считаете, вы правы или нет? Мы всегда правы, даже когда не правы. В данном случае вы абсолютно правы. Водопады, конечно же, 3 балла в вашу копилку. Как по-другому называют клен белый? Это название созвучно с человеком, совершающим преступление определенного рода. Молчи. Не говори. Я тебе сказал, если я знаю, точно я знаю. Время истекло команды. Ингушский ТЮЗ, ваш ответ. Ну, мы на этот раз не совещались вообще. То есть я точно знал ответ на этот вопрос, но мы не воры. Я вор. То есть не вы, а вы отдельно, да? Да, мы не воры, но вот этот клен, он называется по-другому явор. Так, как считаете вы? На этот вопрос, благодаря моему дедушке, я знал ответ. Это явор, потому что у него крона дерева как бы с одного, когда смотришь на крону дерева, ты видишь одно дерево, а когда ты смотришь на ветви и на листья, у него уже как бы листья клена. И он как бы сам говорит, что он вор. То есть крона дерева – это и есть листья. Вы имели в виду ствол, скорее всего. Просто немножко волнуюсь. Зато ответили правильно. Явор, конечно же, по 3 балла каждой команде. Скажите на ингушском языке слово «собрание». Время вышло команды. Ингушский ТЮЗ, ваш ответ. Да, что у нас было одно?
собрание. У нас было собрание только одно, мне подсказывают мои коллеги. Я скажу, это называется Меккел. Мгм. Так назывался сход старейшин. Но собрание же. Сход старейшин. Вот ответили. эти старейшины собирались для чего? Для того, чтобы обсудить, Чтобы как наказать, собраться. допустим, Азамата за то, что он иногда опаздывает. И Нет, там но поставить они же отличную собирались. оценку и так далее. Собирались. Я вас услышала. Спасибо. Вам слово. У нас ответ это гуллум. Как халка гуллум, есть народное собрание Народное напротив нас или чуть дальше. И отвечаете вы? Гуллум. Гуллам – это правильный ответ. 3 балла в вашу копилку. Из какого фильма эти слова? Ты как здесь оказался? Стреляли. الفيلم مش بحاجة خطأ. Здесь есть Итак, команды, ваши ответы. Дом-строй, вам слово. Наш ответ это белое солнце пустыни. Саид. Как ты здесь оказался? Стреляли. Стреляли. Вам слово. Был еще когда-то анекдот на эту тему. И Саид всегда отвечал: стреляли. Но я не буду сейчас анекдот рассказывать, а скажу ответ: это белое солнце пустыни. Мгм. Этот фильм обычно перед своим полетом смотрят. Космонавты. Так точно. Фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». По 3 балла каждой команде. Назовите столицу Буркина-Фасо. откуда она эти страны берет вообще? Верхняя Вольта. Африканские вот эти страны. Северная Африка. Верхняя Вольта. Это то же самое. Да зачем? Не надо без ответа пусть. Время команды истекло. Ингушский ТЮЗ, ваш ответ. Ну, мы не изменяем своей традиции. Если не знаем, Да, мы придумываем этой стране новую столицу. так. И им придется с этим смириться. Так, значит, страна Буркина-Фасо, правильно? Мгм. Фасо главное слово, поэтому у них сейчас с этого дня будет столица называться Фасолина. Неплохо, зато как звучит. Очень звучит. Так, как считаете вы? К Может- сожалению, мы не знаем название столицы Буркина-Фасо. Ну, и Правильный ответ – Уагадугу. И последний вопрос этого тура. Говорят, что не стоит закрывать дверь конюшни, когда лошадь уже украдена. А что не нужно делать после окончания потасовки? Что ж, время истекло. Команды, Дом-строй, вам слово. После драки кулаками не машут. Нечего уже потом, да? Да, уже. Когда все закончилось. Махать кулаками. Так, как считаете вы? Ну, мы считаем тут несколько вопросов, связанных со спортом. Кто-то говорил про хоккей, мы говорили про Поддубного. И этот вид спорта тоже относится, махать кулаками тоже к виду спорта относится. Поэтому махать кулаками после драки, извините. Тоже вид спорта, вы кулаками, считаете, не да? машут. Махать Надо и так можно, не конкретно обязательно с ударить подготовкой. один раз, и всё. Один раз достаточно. Махать кулаками, конечно же, по 3 балла каждой команде.
И по итогам второго тура, что у нас вышло? Обе команды заработали по 15 баллов. Общий счет 29-27. Домстрой впереди. Итак, мы начинаем третий тур. В этом туре вы услышите 6 вопросов. На обсуждение каждого вам дается по 30 секунд. За каждый правильный ответ вы получаете по баллу. Как называется угол, если он больше 90 градусов? Физики там есть у них, знают, наверное. Ну, и к физике тоже отношение имеет. Время истекло командой. Ингушский ТЮЗ, ваш ответ. Ну, мы считаем, что угол, который больше, чем 90 градусов, меньше это острый, а больше это тупой. А 180? 180. Он угол, но какой? Развернутый. Мгм. Ваш ответ? Тупой. А как считаете вы? У нашей команды аналогичный ответ. Этот угол называется тупой. Тупой, конечно же, по баллу каждой команде. Один из них ракоед, а второй? Жду, что это за ответ. Давайте с пивом. Ага. Так. Точно. Точно. Время вышло. Домстрой, ваш ответ. Так, сейчас расскажу нашу логику. Ну, чтобы съесть рака, нужно 2 действия. Его поймать и, соответственно, съесть. Ракоед у нас уже есть, значит, нам не хватает раколова. То есть тот, кто ловит. Тот, кто ловит. Логично. Как считаете вы? Ну, мы на этот раз тоже не совещались. Я точно знал ответ. Это енот, есть ракоед, а есть полоскун. Ваш ответ? Енот-полоскун. Полоскун – это правильный ответ. 1 балл в вашу копилку. Где в теле человека находятся кости, молоточек и стремя? А что ты не знал? Да. По ребрам. По ребрам, да. Точно. Время команды истекло. Ингушский ТЮЗ, ваш ответ. Мы совещались долго-долго, Целых 30 секунд. целых 30 секунд. Ну, для кого-то это только 30 секунд, а для кого-то это много. У нас было много версий. Мы прошлись от головы до пяток, ухо, руки, ноги, ребра, почки. Но мы остановились и решили, что это язык, Который без костей. который без костей, да. Ага. Так, как считаете вы? Ну, мы на 100% уверены, что это ухо. А как же язык? Но и язык без костей. на самом деле. В ухе, конечно же. 1 балл в вашу копилку. Назовите ингушского шахматиста, гроссмейстера, чемпиона Европы 2016 года. Да. А я сделаю. Ой. Все. Про имя ему еще напишем. Хамфосун имя. Ну, вот надо понимать, что мы с юмором играем. Было бы неинтересно, если ухо. Ухо мы написали, потом последний мы стерли. Время вышло команды. Домстрой, ваш ответ.
Наш ответ это Эрнесто Энаркиев. Точно. Как считаете вы? А мы считаем не так, как они считают. Был такой команданте, да, Эрнесто Че Гевара. Но у нас, да, также Эрнесто Энаркиев. Хотя про Че Гевара мы тоже не забываем. Эрнесто Энаркиев – это правильный ответ по баллу каждой команде. Как называется гигантский искровой разряд в атмосфере? Это по электрической части лучше, наверное, знать. Время команды истекло. Ингушский ТЮЗ, ваш ответ. Мы считаем, что это молния. Что происходит? Разряд. Яркая вспышка и сопровождается обычно чем? Громом. Гром. Да? Да. Так, как считаете вы? Наша команда единогласно считает, что это молния. Там очень много миллионов вольт. К сожалению, пока нет такого прибора, чтобы точно это измерить. Молния – это правильный ответ по баллу каждой команде. И последний вопрос этого тура. Какого персонажа озвучил Олег Табаков в мультфильме «Трое из Простоквашино»? Да. Итак, время истекло. Домстрой, вам слово. Наш ответ – Матроскин. Я еще и вышивать умею. Как считаете вы? У нас аналогичный ответ. Дело в том, что это советский мультик. Мультик очень красивый, такой отечественный. Но наш ответ – Кот Матроскин. Отлично. Кот Матроскин – это правильный ответ по баллу каждой команде. И по итогам третьего тура обе команды заработали по 5 баллов. Общий счет 34-32. Домстрой впереди. Итак, мы начинаем четвертый тур. В этом туре вы услышите 4 вопроса. На обсуждение каждого вам дается по 1 минуте. За каждый правильный ответ вы получаете по 4 балла. Один человек рассказывал другу о своей жене. Ты представляешь, как она меня крутила? Мы сидим, и она вдруг говорит: ты женишься на мне, правда? Надеюсь, у тебя нет возражений? Я сижу, молчу как партизан и думаю: ничего себе, как ни ответь, все по ее получится. О чем спустя несколько минут напомнила этому человеку его будущая жена? Ты женишься на мне, правда? Надеюсь, у тебя нет возражений? Я сижу, молчу, как партизан. Не думаю. Мне кажется, тоже. Почему ты долго думал? Она напомнила ему. Про обещание там ничего не было. Долго, да почему ты долго думал? Жениться на мне.
Итак, команда «Минута истекла». Пожалуйста, Ингушский ТЮЗ, ваш ответ. Так, мы считаем, что будущая жена ему напомнила. О чем она могла ему напомнить? О том, что он над ее вопросами очень долго думал. Она ему говорит: ты чего так долго думаешь? Ты что, во мне сомневаешься, да? Да, Как да. это возможно вообще? Пятый хатшоцина за... Да, что ты очень долго думал. То есть ты по-любому должен был сказать. Да. Да? Почему ты долго думаешь? Думал, да. Вот так она ему сказала, да? Наверное, пусть будет так. Пусть будет. Ваше право. Вам слово. Так, наша логика. Из вашего вопроса я понял, что бы он ни ответил, как бы это означало согласие, как бы. И он предпочел просто не отвечать, как бы. Он промолчал, как бы. Так, боялся, да? Да, а как мы знаем, молчание — это знак согласия. И она ему на это, напомнила про это, как бы. И уже ему отвертеться не было никакого варианта, как бы. Пришлось жениться. Как бы. То есть молчание, Молчание, знак согласия. согласия. И вы абсолютно правы. 4 балла в вашу копилку. По домострою она подразделялась на ходильную, страдную и лучшую. О чем идет речь? По домострою она подразделялась на ходильную, страдную и лучшую. О чем идет речь? Лестница, если так честно. Она, лестница. Страдная. Ну, это лучше. Это лучше. Время команды вышло. Пожалуйста, Домстрой, ваш ответ. Так, наша команда считает, что это уровни, как бы, комфорта, как бы. Ну, назвали планировка, как бы. Планировка, значит, какая? Страдная. Ходильная, Да. Ходильная — это... страдная и лучшая. Да. Ну, ходильная — это, наверное, где лестничный марш, там, как бы, вот. Может быть, так. В общем, планировка. Планировка, ваш да, ответ. планировка. Какие версии еще были? Была версия, что это лестница. Ходильная, вот с этим как бы связано. Или коридор, тоже была версия. Вы все в стройку прям ушли, так? А это не по стройке вопрос? Как считаете вы? Мы считаем, что это название таких помещений. Ходильное, допустим, это коридор, да, допустим. Там, где можно походить туда Да, и где сюда. ходят люди Так. туда-сюда. Есть страдная. Там Они что решили делают? там убрать букву Мгм. ну или страдать, да, действительно, как Так. говорит Аслан. И лучшие, где собираются, проводят баллы, турниры, баллы, там, дискотеки всякие. Но это название помещений Мгм. в каком-то, не знаю, здании, замке. Я вас услышала. А теперь внимание. Домострой – это своего рода учебник по домоводству, этикету, семейной этике, воспитанию детей, домашней и общественной православной жизни. И как вы думаете, что бы это могло быть? Лучшее, страдное, ходильное. На нас, на всех она есть. Одежда, конечно же, это правильный ответ. Однажды некто пригласил девушку на прогулку. Он отметил наряд своей спутницы, на котором были изображены парнокопытные млекопитающие, являющиеся самыми высокими на планете. В другой раз, когда парень вновь решил пригласить девушку, он сделал это в шутливой форме, упомянув тех самых животных.
Ответьте максимально точно, как прозвучало его предложение. Самая высокая парнокопытная это жираф. Упомянуть все да, уже в шутливой форме. В шутливой форме говоришь. Два слова. Схватить с жирафами, да? 100%. Давай сюда. Выйдите за меня замуж, моя. Время команды истекло. Пожалуйста, Ингушский ТЮЗ, ваш ответ. Мы считаем, что он в шутливой форме, упомянув тех самых млекопитающих, да, парнокопытных, сказал ей: «Выходите за меня, моя жирафиха». Но есть еще одна версия. Звучит очень даже обнадеживающе, Да. я вам скажу. Так, Есть еще одна версия. Он ее не замуж позвал, а сказал: «Пойдем травы с деревьев, то есть листья с деревьев поедим, моя жирафиха». то есть вы считаете, что те самые животные, которые Ага. были изображены на ее одеянии, Да. он прям внедрил согласно вот прям Прям ей вот в адрес, лоб. да? Ну а что она в костюм жирафа оделась? Да не одевалась она в костюм жирафа. Ну вот так вот он ей В сказал. общем, он ей сделал предложение, по-вашему. Да. Хотя они должны были просто пойти погулять. Прогуляться. В шутливой форме. Да. Но он ее должен был пригласить. Ну вот он погулять. ее пригласил. Он Хорошо. ее пригласил замуж, ну или листья поклевать. Чего гулять, да? Сразу Да. замуж. Как Правильно. сказал когда-то Аль Пачино, я сделал предложение своей жене на 3-й день нашего знакомства. И пожалел, И что не всю сделал жизнь в первый жалел, же день. да, что не сделал этого с первого дня. Так, как считаете вы? Самое высокое парнокопытное животное это жираф. И в следующий раз он, наверное, сказал ей: не сходишь ли ты с жирафом на свидание? Себя назвав так. То есть с этими же жирафами Да, да. пойдем С жирафом, да. Себя назвав так. на свидание. Да, да. Все близко, но не то. Правильный ответ. Пойдем выгуливать жирафов. И последний вопрос этого тура. Что и о ком становилось известным в Древнем Китае, когда говорили, что он вознесся в небеса верхом на драконе? Повторите сейчас еще. Что и о ком становилось известным в Древнем Китае, когда говорили, что он вознесся в небеса верхом на драконе? Что и о ком, да? Это когда человек умер, да, типа ушел на дракона. Итак, минута истекла команды. Домстрой, ваш ответ. У нас появилась такая версия, что их погибших китайцев, умерших, могли кремировать. И, соответственно, когда его кремировали, какой-то дым поднимался, какой-то вот огонь. И вот всем становилось известно, что кто-то умер, умерший человек. То есть, что становилось известно и о ком? Вы считаете, становилось известно, что Что умер умер, а кто? китаец. Любой умерший. Правильно?
воин какой-нибудь. Так, Ой. я вас услышала. Как считаете вы? Мы, ну, примерно считаем так же, но у нас умирает не простой китаец, а, допустим, император. Ну или как король, кто у них там самый главный. Вот когда Император. он умирает, Угу. и вот его душа уходит в небо, да, на драконе. на драконе. Ну вот, я не знаю, как точно сказать, но примерно аналогичный, как и у них, просто чуть-чуть он отличается. Отличается. У То нас есть вы- император, у них обычный китаец. А у нас необычный, да? Не знаю, какой у вас. Становилось известно о кончине императора. Конечно же, 4 балла в вашу копилку. И по итогам 4-го тура, что у нас вышло? Обе команды заработали по 4 балла. Общий счет 38-36. Домстрой впереди. Итак, мы начинаем заключительный 5-й тур. В этом туре мне понадобится по одному участнику от каждой команды. Отвечать вам придется на 3 вопроса. Тут все дело в скорости. Кто ответит быстро и правильно, тот и принесет баллы своей команде. В случае же неверного ответа у соперника будет возможность дать свой ответ, но засчитан он будет на 1 балл меньше. Готовы? Проходите. Назовите часть плоскости, ограниченную окружностью. И оба участника одновременно готовы к ответу. Аслан, начнем с вас. Нет ответа. А руку зачем поднимаем? Волнение? Адам? Круг. Круг – это правильный ответ. 3 балла в вашу копилку. А могли бы вместе. Как мы скажем на ингушском языке слово «конь»? Оба участника одновременно готовы к ответу. Адам, начнем с вас. Гаур. Гур. Пожалуйста, Аслан. Гаур. Гур – это лошадь. Д – правильный ответ. Назовите актера, сыгравшего в фильме «Джентльмены удачи» роль Косова. Пожалуйста, Аслан был и раньше. Крамаров. Была версия, Адам? Та же самая. Озвучьте ее. Савелий Крамаров. Савелий Крамаров – это правильный ответ. 3 балла в вашу копилку, Аслан. Спасибо за участие. Проходите на свои места. Итак, подошел к концу заключительный 5-й тур, в котором и Аслан, и Адам своим командам принесли по 3 балла. Общий счет 41-39. И со счетом 41-39 победу в сегодняшней игре одержала команда «Домстрой», с чем я вас и поздравляю. Ингушский тюз, наши любимые артисты. Не отчаивайтесь, хотя это слово совершенно не про вас, поэтому мы всегда рады видеть вас на этой площадке. Приходите и балуйте нас своими познаниями из различных областей. Мы будем вам рады. Спасибо. Что ж, и напоследок мне бы хотелось услышать мнение капитанов команд по сегодняшней битве. Азамат, вам слово. Хочу сказать, что сегодня игра была очень хорошая, напряженная, но одновременно и напряженная, и такая, как скажем, на расслабоне, да. А соперник наш очень хорош, великолепен в своей игре, поэтому я их поздравляю с победой. На мой взгляд, заслуженной, да, это, как мы с вами видим, профессионалы своего дела. Хочу сказать огромное спасибо вам за то, что нас не забываете и приглашаете время от времени. Забыть вас невозможно. Спасибо вам еще раз. Хочу поблагодарить свою команду. Мы молодцы вообще, да? Мы проиграли всего 2 балла. Это, считай, вообще ничего. На реванше мы эти 2 балла должны отыграть, я думаю. То есть Наши реванш должен быть, да? Обязательно, конечно. Такого соперника нельзя просто так отпускать. С ним нужно играть до победного. Это один из лучших соперников. Я смотрел передачи с их участием. Они очень хорошо играют. Хочу их еще раз поздравить и сказать всем спасибо. Работайте на благо
нашей республики, нашего народа. Всем желаю творческих, финансовых успехов, здоровья, счастья и мирного неба над головой. Да, Албарца Болбей. Спасибо, Азамат. Алихан, вам слово. Также хотелось поблагодарить наших соперников. Действительно была очень сильная команда. Чего мы ожидали? Ожидали такой напряженной, упорной игры. Нога в ногу, можно сказать. До последнего раунда шла интрига. Можно даже сказать, до последнего вопроса как бы все решалось. Вот эти игры как бы очень бывают интересны и заставляют работать, прилагать все усилия. Также хочу поблагодарить свою команду и поблагодарить соперников. Столько приятных слов сказали, и мы также такого же мнения о них, как бы. Так что надеемся с ними в дальнейшем встретиться. То есть реваншу быть. Да, реваншу быть, конечно. Отлично. Спасибо. Я хочу напомнить, что всего знать невозможно, а проверить свои знания всегда очень даже полезно. Выбирайте интеллектуальные игры, плохому они вас точно не научат. Хочу напомнить всем желающим принять участие в нашей битве, присылайте свои заявки на электронный адрес erudity.tv@mail.ru. Я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители. Оставайтесь на Национальном и до новых встреч.